через 100 лет я считаю, что якутский народ должен выжить, вот, язык должен выжить и культура, но на другой базе. Потому что сейчас, как вы знаете, мы входим в число 200 языков, которые поддерживаются операционной системой Windows. Вот, якутский язык начали поддерживать Google. Вот, шрифт вышел, да? Вот Apple шрифт тоже вышел. Но сейчас вот система автоматического перевода с якутского языка есть только в России, вот в Яндексе. Вот сейчас наше правительство работает над тем, чтобы такие же системы перевода были введены и в Google, и в iOS, да, в Apple. Потому что сейчас единственный путь спасения языка и культуры приостановить обрусение наших детей и внуков – это чтобы гаджеты заговорили на родном языке, во-первых, и, во-вторых, это самое, нам нужен контент, полноценный контент на якутском языке. Вот, нам надо максимально вот, всю нашу литературу, все наши сказки, все фильмы сделать доступными в интернете. Поэтому в любом случае, во-первых, я считаю, что через 100 лет наш народ имеет возможность выжить, сохраниться и имеет возможность сохранить свой язык и культуру. Потому что понятно, что народ без языка, без культуры – это просто популяция, это население. У нас при любом раскладе останутся наши подземные богатства, разработка которых все равно даст определенный доход правительству республики и, соответственно, населению республики. В-третьих, ситуация в республике будет достаточно стабильная, невзирая на возможные проблемы в международных отношениях. Да? Я считаю, что республике будет достаточно неплохо, потому что у нас благодаря президенту России Владимиру Владимировичу Путину построены трубопроводы, да, то есть этот ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, и построен газопровод «Сила Сибири». То есть эту инфраструктуру все равно будут оборонять и защищать, во-первых. Во-вторых, наличие этой инфраструктуры дает необходимость единства вот, дальневосточным территориям России, вот, потому что по всей длине трубопровода должна быть какая-то управляемость и какая-то власть, система власти. Поэтому я считаю, что строительство этих двух трубопроводов, рассчитанных на 40-50 лет, ну, с учетом того, что у нас прогнозируется еще большие запасы энергоресурсов вот, на шельфе Северного Ледовитого океана, да, и в тундровой зоне республики, я считаю, что эксплуатация этих трубопроводов продлится еще, ну, минимум на столетие. У нас будет относительно мирный, спокойный оазис, да, в будущем, потому что мы являемся стратегическим регионом для Северо-Восточной Азии. Экология на территории республики будет меняться, потому что если вот это потепление глобальное будет продолжаться, то оно нанесет больше ущерба экологии, да, природе, существующему, да, состоянию природы, чем вся вот эта промышленная деятельность, которая сейчас ведется. Потому что, ну, мое личное мнение, что человечество немного зазнается, да, оно думает, что от него много зависит. Вот. Но японские ученые посчитали, что запасов метана вот, в мерзлых грунтах нашей тундры так много,
что парниковый эффект, который создает человечество, это капля в море по сравнению с тем, что может быть, если вот тундра растает, и весь этот замерзший метан высвободится и попадет в атмосферу. Через 100 лет я вижу процветающий регион со стабильной экономикой, в котором будет обеспечена безопасность населения. Вот. И самое главное, я вижу, что наш народ сохранится, якутский народ, язык и культура будут развиваться и в будущем. То есть есть потенциал развития, который заложен в нашем народе, он будет востребован и будет реализован.